Традиционный рейд сотрудники ГИБДД начали рано утром. Как раз в это время жители республики собираются на работу. Маршрутки забиты до отказа. Однако, как показывает проверка, не всегда общественное такси безопасно для жизни. Взмах черно-белым жезлом перед инспектором ДПС останавливается микроавтобус под номером 9. У водителя спрашивают путевой лист. Тот, в свою очередь, разводит руками и просит убрать камеру. Недовольные пассажиры вынуждены пересесть в другой микроавтобус, а тем временем выясняется, поездка в этом транспорте – риск для жизни. Наглухо затонированные стекла, как лобовые, так и боковые – первое нарушение, по которому останавливают маршрутку. А после детального осмотра инспектор ГИБДД отмечает еще одно, более грубое. Водитель данного транспортного средства, данной автомашины, «Газель» 490, технический осмотр, число не указано, пройден. Поставлен штамп, что пройден, число не указано. Исправлен. Путевой лист выдается с 1 по 31, хотя путевые листы выдаются только на сутки. Должен проводить медицинские осмотры при въезде и выезде и заезде. Следующим на обочину встает другое маршрутное такси. Нарушений тут хватает. И если пассажиров битком набитая маршрутка не смущает, то у инспекторов ДПС к водителю много вопросов. Главное, откуда в салоне взялись дополнительные места. Дополнительно, без изменений, конструкцию транспортного средства. Водителю объясняют, что выпускать в рейс такие машины запрещено. Однако у извозчиков на этот счет свое мнение. 30 километров от Назрани до Слепцовского, ровно 30 километров. 72 трамплина. Это то есть эти препятствия водителей, трамплина. 72, а то 74 я засчитал. Износ. Никакой помощи нам нету, ни от кого. Рессоры летят, тормоза летят, сцепление летит. Проездной, там Латвия, там на российской территории, именно в Ингушетии самый маленький проезд, самый малый. Сотрудники ГИБДД отмечают, водители маршрутных такси – одни из самых ярых нарушителей на дороге. Из-за незнания и несоблюдения элементарных правил перевозки пассажиров приходится выписывать штрафы и вести разъяснительную работу. Пассажирские сиденья 13 должно быть. 13 пассажирских сидений плюс водительские. 13 плюс 1. А у тебя 16 плюс 1. Ебал мне 47 лет. Еще один водитель останавливает машину прямо на проезжей части, создавая помеху другим участникам дорожного движения. Они препятствуют другим участникам дорожного движения и водителям, которые приводят пассажиров при высадке. Рейд проводится в рамках масштабных профилактических мероприятий, нелегальные перевозки. Главная цель – напомнить водителям маршруток и автобусов правила осуществления пассажирских перевозок. Это нарушение требований федерального закона. Вот нарушение федерального закона. Вот они, мы сейчас видим, несколько «Газелей» стоят, препятствуют участникам дорожного движения. Вот видим, сейчас они подъезжают, они будут сейчас проводить посадку пассажиров. У них должен быть лицензия на право перевозки пассажиров, карта маршрута, где конкретно указан остановка, стоянка, где можно проводить посадку, высадку пассажиров, допустим, пункт А, пункт Б, но там должен быть указан. Вот маршруты карты посадка, высадка пассажиров, вот у них отсутствует большинство водителей, перевозящих пассажиров. Отсутствует и некоторые не указаны. В ГИБДД напоминают, рейды, направленные на профилактику аварийности с участием пассажирского транспорта, будут продолжаться и в дальнейшем. Пассажирам, пользующимся общественным транспортом, тоже следует быть бдительными и внимательными. В случае, если водитель грубо нарушает ПДД, инспекторы призывают не отмалчиваться. Руслан Албогачев, Рамзан Зурабов, Новости 24.